Добрый вечер. В эфире третий выпуск информационного канала «Чечен-Инфо». Напомню, это новый проект телеканала «Грозный», который обозначен как общественно-политический тележурнал. И первая попытка создания синтетического жанра, позволяющего в рамках одного часа удовлетворить все информационные потребности. В 1 час уместились обзор событий минувшей недели, обзор сетевых ресурсов о Чеченской Республике, истории республики в зеркале времени и несколько сюжетов на разные темы прошедшей недели. Авторы программы убеждены в том, что новости – это интересно, если к ним подходить с интересом. Рамзан Кадыров поддержал учредить праздник в честь возвращения из депортации. Управление Федеральной налоговой службы поддержало прощать налогоплательщикам долги. Депутаты отказались вводить запрет на пребывание подростков в общественных местах. Это и многое другое в обзоре наиболее ярких событий прошедшей недели. Решение о прекращении правового режима контртеррористической операции Чеченской Республики не столько политическое, сколько экономическое. Тагир Салаханов о позициях политических персон в вопросе отмены статуса КТО в регионе. В Чеченской Республике отмечен бум рождаемости. Российский Сбербанк открывает в республике свой филиал. В прокуратуре начинает функционировать антикоррупционный телефон. Менее чем за 10 минут мы докажем, что в глобальной сети интернет есть весьма любопытные новости, помимо официальных. Что в республике не так? Нестандартный подход в подаче информации в журналистском расследовании, скрывающем болезни общества, в материале Рауля Вагапова. История Чеченской Республики. В зеркале времени. Обзор ключевых событий чеченской истории первой половины апреля в непричесанной истории Чеченской Республики. Тон комендант города Анапы, подданный Турции и трехбунчужный паша генерал Хаджи Хасан паша Чечен-Аглы, Рустам Мугаев расскажет об исторических параллелях и знаменитом чеченце. В рубрике «Экспресс-инфо», как обычно, сегодня представлена объективная и независимая картина событий прошедшей недели. Реальная политика и экономика, свежие факты и оперативная хроника. Важные события и громкие заявления. 10 динамичных сюжетов о наиболее ярких событиях прошедшей недели. В качестве документальной базы этой рубрики, как всегда, используется оперативная съемка новостной редакции нашего канала. Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил учредить праздник в честь Дня возвращения чеченского народа из депортации. Глава республики напомнил, что в 1944 году чеченские и ингушские народы подверглись депортации из Казахстана и в Киргизию, где провели долгие 13 лет, в ходе которых пережили один из самых страшных периодов в своей истории. И поэтому народ никогда не забудет эти трагические события. Как отметил глава республики, 9 января, день, когда чеченский народ вернулся на свою родную землю из депортации, преодолев один из самых мрачных периодов в своей истории, целесообразно объявить национальным праздником. День, когда чеченский народ получил возможность вернуться на родину, является особенным событием чеченской истории и заслуживает того, чтобы он стал национальным праздником, подчеркнул Рамзан Кадыров в ходе совещания с членами правительства Чеченской Республики. Управление Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике предложило прощать налогоплательщикам безнадежные к взысканию долги по региональным местным налогам, сборам и пеням не только по решению исполнительных органов власти, но и в судебном порядке, как это делают в ряде регионов Российской Федерации. Считается, что таким образом республика получит дополнительный и очень важный в кризисных условиях механизм финансового оздоровления чеченской экономики. Соответствующее предложение налоговикам уже направлено в республиканский Минфин. По данным на 1 января 2009 года, чеченские предприятия по региональным налогам задолжали 250,1 миллиона рублей, из которых более трети считаются безнадежными к взысканию. Число же должников в республике достигает 1850 организаций. Их совокупная задолженность на 1 января текущего года составила свыше 4,4 миллиарда рублей. Основная причина образования налоговой задолженности – неуплата или неполная, несвоевременная уплата продекларированных налогов. Чеченские депутаты отказались от идеи вводить в республике запрет на пребывание детей и подростков в общественных местах после 22 часов. С инициативой о введении такого нормативно-правового акта выступил глава администрации Рус-Мартановского района Чеченской Республики. Участники прения не поддержали инициативу, мотивировав это тем, что в регионе имеется достаточное количество республиканских и федеральных законов, которые необходимо просто соблюдать для улучшения ситуации. По мнению избранников народа, при карательных мерах неизбежен и обратный эффект. Ожидается, что в настоящее время парламентарии рассмотрят возможность принятия другого закона, регулирующего взаимоотношения в области опеки и попечения несовершеннолетних и безнадзорных. Центральная мечеть имени Ахмата Кадырова «Сердце Чеченской Республики» стала победителем номинации «Проект года 2008» в Евразии по версии международного журнала First Business. Популярный англо-турецкий журнал First Business ежегодно отмечает выдающихся людей за заслуги в таких номинациях, как экономика, политика, управление, проект года, бизнесмен года и лучшая компания года.
Мечеть, как и вся Чеченская республика, стала настоящим открытием для турецких телезрителей. Решение жюри было единодушным. Если бы у нас была номинация, в которой можно было награждать целый регион, то ее непременно получила бы и Чеченская республика, сказал редактор издания по этому поводу. В различных номинациях конкурса «Проект года» в этом году также стали победителями представители Румынии, Азербайджана, Киргизии и Туркмении. По словам главного редактора журнала, церемония награждения победителя в 20 номинациях состоится в Стамбуле в мае текущего года. Во вторник получила официальную поддержку Национального антитеррористического комитета предложение об отмене режима контртеррористической операции в Чеченской республике. Объявлено, что этот вопрос в ближайшее время будет прорабатываться с другими силовыми структурами, и только после этого будет предложен для рассмотрения президенту страны. Ожидается, что уже после принятия Дмитрием Медведевым решения будут даны соответствующие поручения органам законодательной и исполнительной власти по его реализации. Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров в этой связи заявил в СМИ о том, что вопрос о снятии режима КТО в республике актуален и поднят своевременно, так как в регионе практически решены проблемы борьбы с терроризмом, выстроена вертикаль власти и стабилизировать общественно-политическая ситуация. Причиной загрязнения реки Терек 12 марта текущего года, в результате которого в Чечне была зафиксирована гибель рыбы, стало нарушение технологического регламента при эксплуатации Павлодольской плотины в Республике Северная Осетия-Алания. Об этом на неделе заявили в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Чеченской республике. Напомним, в середине марта на реке Терек в районе Щорского моста был зафиксирован факт чрезвычайной экологической ситуации, выразившейся в помутнении воды и гибели большого количества рыбы. Тогда же и была создана межведомственная комиссия, призванная выявить причины загрязнения. В связи с выявлением источника загрязнения воды и гибели рыбы Республиканский Росприроднадзор готовит иск о возмещении нанесенного окружающей среде ущерба виновному в ЧП юридическому лицу ФГУ Управления эксплуатации Терско-Кумского гидроузла, чьим головным сооружением является Павлодольская плотина. На улицах городов и крупных населенных пунктов Чеченской республики вскоре появятся баннеры и транспаранты с аятами из Корана, пропагандирующими здоровый образ жизни. Инициатива проведения акции выдвинута Центром духовно-нравственного воспитания и развития Чеченской республики. В целях пропаганды здорового образа жизни, особенно среди молодежи, сотрудниками Центра принято решение разместить на улицах Грозного и других городов и населенных пунктов баннеров, на которых будут написаны аяты из священного Корана и хадисы пророка Мухаммада, мир ему, касающиеся запрета причинять вред своему организму. Как известно, мусульманская религия запрещает человеку употреблять опьяняющие напитки и любые вещества, которые дурманят разум и наносят вред человеческому организму. Напомним, что чуть ранее масштабную акцию против курения «Йогурт взамен на сигарету» провели в Грозном и члены патриотического клуба «Рамзан». В Чеченской республике задержаны нелегальные мигранты из Вьетнама и Азербайджана. Так, на федеральном КПП Герзельский мост милиционеры остановили маршрутное такси «Гудермес-Хасавюрт», в котором находилось 4 граждан Вьетнама. Каких-либо документов, удостоверяющих личность и подтверждающих право пребывания на территории Российской Федерации, у них не оказалось. Кроме того, задержан 26-летний гражданин Азербайджана. В ходе процедуры проверки документов выяснилось, что у него также отсутствует регистрация. Со слов задержанного, он прибыл в середине марта этого года на территорию Северокавказского региона с целью трудоустройства. На нарушителей паспортного режима составлен протокол об административном правонарушении и вручены обязательства о явке в отдел милиции по Навалакскому району Республики Дагестан. На совещании Кабинета министров в Грозном определена предварительная дата и программа проведения Дней Чеченской республики в городе Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Согласно принятому в Грозном решению, мероприятие пройдет с 25 по 30 апреля. Планируется, что уже до 16 апреля вся работа по подготовке инвестиционных проектов, культурной программы и укомплектованию делегаций, участвующих в мероприятии в Абу-Даби, будет завершена. Ожидается, что в ходе мероприятия республиканские министерства и ведомства представят арабской стране 25 инвестиционных проектов и предложений. Культурную программу в Абу-Даби будет представлять государственный ансамбль «Танцы в войнах», детский ансамбль «Песни и танца» «Даймох», республиканский детский ансамбль «Песни и танца» «Башлам» и артисты Государственной филармонии Чеченской республики. В Грозном с поличным задержан врач, получивший взятку за установление степени инвалидности больному туберкулезом. Об этом сообщает МВД по Чеченской республике. По словам источников, житель республики, страдающий тяжелой формой туберкулеза, с 1998 года находился на учете в республиканском противотуберкулезном диспансере. Больной обратился к врачам за направлением на военно-врачебную комиссию для установления степени инвалидности. Заместитель главного врача диспансера потребовал у него за направление 6 тысяч рублей. Сообщается о том, что врач получил взятку в своем служебном кабинете и в тот же день был задержан с поличным сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД по Чеченской республике. По словам источника, в настоящее время по данному факту проводится проверка. В офисе уполномоченного по правам человека в Чеченской республике прошла встреча правозащитников с представителями Итальянской ассоциации «Роднини Цитадель мира».
Представители Ассоциации роднини «Цитадель мира» на встрече с сотрудниками аппарата уполномоченного и неправительственными правозащитными организациями интересовались ситуацией в республике и просили правозащитников оказать содействие в отборе чеченских выпускников вузов на учебу в итальянские университеты. Представители Ассоциации Мауро Д'Андреа в этом году планируют отобрать на учебу в Италию 2 выпускников грузинских вузов, добившихся отличных результатов в освоении учебной программы. Благотворительная акция будет проходить в рамках проекта Ассоциации «Международный студенческий центр», цель которого – обучить молодых людей, представляющих разные культуры и религии, а также студентов из постконфликтных регионов. Проживание и учеба в Италии для участников проекта будут бесплатными. В ближайшие месяцы контртеррористическая операция в Чеченской Республике закончится. О прекращении второй чеченской кампании будет заявлено официально. Об этом недвусмысленно заявили на прошлой неделе 2 президента – Дмитрий Медведев и Рамзан Кадыров. Однако стоит отметить, что решение о прекращении КТО в Чеченской Республике не столько политическое, сколько экономическое. В трактовке любого события должна быть показана позиция как минимум 2 сторон, а лучше 3 и 4. Тагир Салаханов о позициях политических персон в вопросе отмены статуса КТО. Самым ожидаемым событием уходящей недели, без сомнения, было упразднение в Чеченской Республике статуса контртеррористической операции. 31 марта этот вопрос рассматривался на заседании Национального антитеррористического комитета России. Вопреки ожиданиям граждан, как Чеченской Республики, так и всей России, снятие статуса КТО отложено. Официальная формулировка «надо доработать вопрос и согласовать со всеми заинтересованными структурами». Что ж, будем ждать. Все началось с обращения президента Чеченской Республики в НАК России с предложением снять с республики статус зоны проведения КТО. Комментируя свое обращение, президент Чеченской Республики в частности отметил: 31 марта соответствующие федеральные органы примут нормативный акт, прекращающий контртеррористическую операцию в республике и снимающий все ограничения, действовавшие в течение 10 лет. По мнению главы республики, сама ситуация на этот час такова, что продолжение статуса КТО для республики не актуально. В таком утверждении есть здравый смысл. Почему? Первое. Социально-экономическая и политическая обстановка в республике стабилизировалась и имеет тенденцию упрочения. Республика завершила период восстановления разрушенного войной и вступила в фазу устойчивого экономического развития. Второе. В республике нет ни полномасштабных, ни локальных боевых действий. Все боевые действия носят характер спецопераций, строго ограниченных по ареалу, времени проведения и количеству задействованных сил. Третье. Количество активных участников незаконно вооруженных формирований не превышает 100 человек. Бандиты действуют разрозненными группами и в основном занимаются убийствами мирных граждан. Ни сил, ни средств противостояния регулярным войскам и правоохранительным органам у них нет. Четвертое. Народ Чеченской Республики определился в своей политической ориентации. 23 марта 2003 года на всенародном референдуме чеченцы абсолютным большинством голосов высказались за единую государственность Российской Федерации. Также в этот день принята и Конституция Чеченской Республики. По сравнению с тем, что было в Чеченской Республике, это просто не узнать, настолько изменилось и настолько хорошо, что можно и поехать, и приехать. И на базар пройтись, и ночью пойти можно. У нас обстановка нормальная в республике. Прекрасно, все возрождается. Свободно ходим на работу, учимся, работаем. Буквально в тот же день на своей встрече с директором ФСБ Бортниковым президент России также дал поручение рассмотреть вопрос снятия статуса КТО с Чеченской Республики. Обстановка вокруг Чеченской Республики в существенной степени нормализована. Жизнь там входит в нормальное русло, строятся современные объекты, решаются социальные задачи. Я полагаю, что есть необходимость рассмотреть вопрос о правовом режиме контртеррористической операции, которая действует на территории Чеченской Республики, на заседании Национального антитеррористического комитета, который вы возглавляете по должности. Значит, и принять необходимые решения. Каково ваше мнение? Действительно, ситуация на территории Чеченской Республики нормализуется. Довольно-таки эффективно работают в последнее время органы исполнительной власти и правоохранительная система. Я убежден в том, что снятие общего режима КТО в Чеченской Республике будет способствовать дальнейшей нормализации обстановки, привлечению в том числе инвестиций, создаст возможность более эффективной внешнеэкономической деятельности,
И вот этот режим правовой будет способствовать решению тех проблем социальных, экономических, о которых мы постоянно говорим. В своем обращении к руководству НАК России президент Чеченской Республики высказал несколько основных причин для отмены статуса КТО. По его мнению, это отсутствие необходимости присутствия такого большого количества войск в силу ничтожности противника, политическая и социально-экономическая стабильность в регионе, а также торможение развития региона, обусловленное КТО. А именно, невозможность растаможивания грузов, предназначенного для Чеченской Республики, невозможность международного сообщения из аэропорта Грозный и ряд других серьезных проблем. Отсутствие собственной таможни затрудняет доставку грузов в республику. На это у грузополучателей уходит время, деньги и нервы. Более того, это, как и отсутствие международного статуса у Грозненского аэропорта, создает ряд трудностей для инвесторов. Ни один иностранец не может прибыть в Чеченскую Республику, кроме как со специального разрешения Министерства иностранных дел Российской Федерации, после прохождения длительных процедур. И, наконец, ключевой момент – неудобства, испытываемые самими жителями республики. Досмотры на границе, задержание по малейшему подозрению, подчас надуманному, не способствует доверию граждан ко власти. Ну, во-первых, вдумайтесь, 13 ограничений. Одно из них это, в частности, въезд, выезд, досмотр грузов, людей. Это серьезно. Еще один вопрос, тоже мы его обсуждали, и он позволит сразу же развиваться более эффективно. Это таможенное оформление грузов, в том числе из-за рубежа поступающих. Создание рабочих мест, перемещение рабочей силы. Это очень важный момент. Инициатива президента Чеченской Республики вызвала мгновенную реакцию средств массовой информации и в политических кругах России. Мнения политиков разного ранга, федерального и регионального уровня стали достояниями общественности. Также высказали свое мнение по поводу происходящего и известные в стране и за рубежом люди, общественные деятели, журналисты, бизнесмены. Условно, весь спектр мнений можно разделить на две части – тех, кто поддерживает отмену КТО, и тех, кто против. В поддержку отмены статуса КТО высказались такие известные в России люди, как председатель Государственной Думы России Борис Грызлов, сенаторы Асламбек Аслаханов и Зияд Сапсаби, депутат Госдумы Геннадий Гудков, журналисты Иван Сухов и Максим Шевченко. Председатель Госдумы Борис Грызлов заявил о своей поддержке предложения Рамзана Кадырова об окончании 9-летней контртеррористической операции в Чеченской Республике. Он считает, что ситуация в республике налаживается, и поэтому сегодня можно поставить вопрос об окончании КТО, который к тому же требует больших сил и средств. По мнению Асламбека Аслаханова, в республике больше нет организованных террористических групп. В Чечне уже давно завершили борьбу с террористами, и я думаю, что в конце марта будет подписан официальный документ о завершении КТО. И я согласен с этим с президентом Кадыровым, сказал Аслаханов. При этом он отмечает, что никто не может гарантировать того, что никогда не будет никаких терактов и преступлений. Но бороться с этим можно в ходе обычной повседневной работы правоохранительных органов. Лидер фракции «Справедливая Россия» Александр Бабаков также не исключает возможности прекращения спецоперации. Само решение о начале контртеррористической операции принималось на основе оценки ситуации в регионе, напомнил депутат. Надо признать, что сегодня сделано очень многое для того, чтобы Чеченская Республика завоевала право мирной жизни. Это делается и федеральным центром, и руководством республики. Наиболее взвешенную точку зрения в этом вопросе высказал депутат Госдумы Геннадий Гудков. В частности, он сказал, если говорить о масштабной контртеррористической операции, то она, конечно, завершена. Если сравнить нынешнюю ситуацию в республике с той, что была несколько лет назад, мы увидим, что произошли значительные изменения в лучшую сторону. Постепенно необходимо выходить на отмену режима ограничений, поскольку мы видим, что в соседнем Дагестане или Ингушетии значительно более сложная обстановка, но там нет такого режима. Поэтому, мне кажется, вряд ли справедливым выделять Чечню как район с наиболее напряженной ситуацией в терроризме. Главком внутренних войск Николай Рогожкин заявил, что в случае принятия политического решения о завершении КТО в республике, оттуда будут выведены почти все подразделения внутренних войск МВД России, дислоцированные там на временной основе. Вы должны вместе с другими правоохранительными органами продолжить контроль за ситуацией, вводя в случае необходимости и отдельные элементы режима контртеррористической операции, проводя необходимые действия как в Чеченской Республике, так и в других наших южных республиках, в которых в настоящий момент до сих пор сохраняется угроза осуществления террористических актов. Потому что эту работу нельзя ни останавливать, ни ослаблять. Мы должны думать, с одной стороны, о том, чтобы создавать новые возможности для граждан,
для привлечения инвестиций, как вы сказали, создания новых рабочих мест, но, с другой стороны, последовательно и жестко бороться с террористами. В списке тех, кто против решения об отмене КТО, тоже немало известных имен. Депутаты Госдумы Аркадий Баскаев, Виктор Илюхин и Владимир Камоедов, журналист Юлия Латынина и глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. И если мнение первых сводится к трезвой оценке реальной ситуации, аргументации, предпосылками и экономической необходимости, то вторые пугают страшилками времен лихих 90-х, иногда доходя в своих рассуждениях до комизма. Юлия Латынина предполагает, что если все грузы из Турции и других мест будут проходить таможню в Чечне, то республика снова превратится в черную дыру, по примеру начала 90-х. Позвольте вам возразить, уважаемый эксперт по Кавказу. В начале 90-х черной дырой была не Чеченская республика. Этой самой дырой была вся политика руководства России во главе с Борисом Ельциным. Чеченская независимость была инициирована именно его командой, и Джохар Дудаев четко выполнял распоряжения сверху. Если вы заинтересуетесь личным состоянием людей, руководивших страной в те годы, вам многое станет ясней. Дыры, которыми вы пугаете обывателя, невозможно и в силу других причин. Сейчас республикой, как и страной, руководят умные, ответственные и патриотичные люди. И весь анализ их предыдущей деятельности позволяет надеяться на то, что превращение республики в черную дыру их задачи не входит. А тех, кто ставит такие цели, они, будем надеяться, обуздать сумеют. Депутат Госдумы Виктор Илюхин считает, что нельзя выводить из республики даже малую часть войск, так как ситуация может ухудшиться. Непонятно, на чем основано мнение депутата от КПРФ. За последние несколько лет не проводилось крупных войсковых операций. А в тех случаях, когда подразделения федеральных сил оказывались задействованными в спецоперациях, это были немногочисленные отряды армейского и милицейского спецназа, а также личный состав комендатур районов. Основную нагрузку в борьбе с бандформированиями сегодня несут сотрудники правоохранительных структур республики. Мы выиграли борьбу с терроризмом, и сегодня мы становимся и политически, и экономически, наверное, заново строим экономику, заново строим политику республики. И сегодняшнее заявление Дмитрия Анатольевича Медведева, он дал поручение ФСБ, это для нас очень приятная новость. Мы этого ждали этого момента. На сегодняшний день политически, у нас и социально, и экономически мы развивающая республика, как и другие регионы. Сегодня нам необходимо было это сделать шаг, чтобы экономически укрепиться. Что ж, любое значимое событие в жизни страны всегда будет предметом обсуждений и жарких споров. Любая точка зрения по тому или иному вопросу имеет право на жизнь. Для Чеченской республики отмена КТО не станет откровением. Просто будет подведена правовая база под уже существующее положение дел. Терроризм и религиозный экстремизм потерпели на чеченской земле сокрушительное поражение. Остатки бандформирований больше действуют на территории Ингушетии или Дагестана, нежели в самой Чеченской республике. Народ республики заявил о своем желании жить мирной созидательной жизнью. Так что отмена КТО – это не одолжение чеченцам, а признание реально существующего положения вещей. В Чеченской республике наступил мир, и от этого, как говорится, никуда никому не уйти. Всесильный интернет. Что говорят о Чеченской республике в сетевых ресурсах? На прошлой неделе говорили о том, что в Чеченской республике отмечен бум рождаемости, что российский Сбербанк откроет в республике свой филиал, и о том, что в прокуратуре по указанию прокурора Михаила Савчина начинает функционировать антикоррупционный телефон доверия. Чечен.Инфо с обзором событий глобальной сети интернет за минувшую неделю. По данным Росстата, Чеченская республика в 2008 году показала бум рождаемости. Здесь родилось 29 младенцев на 1000 населения. Недалеко от нее ушла и республика Тыва, где на свет появилось 25 малышей на 1000 населения. В целом уровень рождаемости в большинстве российских регионов остается крайне низким. В среднем по стране общий коэффициент рождаемости в 2008 году составил около 10-12%. Вместе с тем в 3 регионах Российской Федерации зарегистрированная рождаемость в городских поселениях выше, чем на селе. Отмечается, что весьма существенно различие рождаемости в городе и в селе на протяжении последних лет и в Чеченской республике. Так, коэффициент суммарной рождаемости городского населения в 2007 году здесь составил чуть меньше 4%, а сельского около 3%. В других регионах эти показатели и вовсе незначительны.
Численность внутренних войск, размещенных на территории Чеченской Республики, в случае отмены контртеррористической операции изменится, но не так существенно, как утверждают некоторые СМИ. Об этом сообщает интернет-ресурс «Российской газеты». По информации издания, слухи о предстоящем выводе 20 тысяч военных, мягко говоря, преувеличены, так как численность всей группировки внутренних войск и составляет около 20 тысяч человек. Если будет принято политическое решение о прекращении КТО, из республики уйдут только те подразделения, которые находятся в республике на временной ротационной основе, то есть те, кто приезжал в Чечню в командировку на месяц или полгода. Части, дислоцированные в республике на постоянной основе, как и в других регионах России, останутся, отмечает издание. Сообщается также и о том, что в случае отмены КТО зарплата военнослужащих внутренних войск Чеченской Республики уменьшится в разы. Если они до этого получали около 30 тысяч рублей, то будут получать около 15. Кроме того, им перестанут платить тройные суточные полевые деньги, которые выплачиваются за командировку. Детская библиотека на чеченском языке на днях пополнилась еще двумя изданиями. Это «Дюймовочка» от Цинцуол Гю Андерсона и «Бременские музыканты» Бремен Галар или Алархой. Обе книжки выпущены в рамках конкурса, объявленного в прошлом году администрацией президента и правительства Чеченской Республики, нацеленного на популяризацию чеченского языка. Грант в размере 150 тысяч рублей тогда выиграла региональная общественная организация «Надежда Чечни». Руководитель проекта Тамара Чигаева отметила, что до получения гранта эта работа выполнялась за счет собственных средств. Для выхода в свет последних двух книжек творческий коллектив перевел на родной язык трехтомник сказок народов мира. Был также выпущен сборник сказок Ганса Христиана Андерсена, целый ряд книжек-малышек, а также чеченский алфавит в картинках «Аббат». Объявлено, что две детские книжки, увидевшие свет, стали первыми ласточками в будущей серии подобных изданий. Ожидается, что буквально на днях стартует первый в истории пеший марш из Астаны в Оман и далее в Мекку. Марш мира согласия протяженностью 7007 километров продлится более 200 суток и приурочен к проведению третьего съезда мировых и традиционных религий. Государственным поручителем марша является Министерство туризма и спорта Республики Казахстан. Планируется, что маршрут пройдет на территории 7 стран – Казахстана, Узбекистана, Ирана, Турции, Сирии, Иорданского Хашемитского королевства и Саудовской Аравии. Сообщается, что в состав участников марша мира и согласия входят 54 человека, из них 48 граждан Республики Казахстан, 2 представителя из Чеченской Республики, 2 человека из Татарстана и по одному представителю из Москвы и Ташкента. 50 солдат-срочников из Екатеринбурга, участвовавших в войне в Южной Осетии, через суд добились выплаты положенных им командировочных, в среднем по 20 тысяч рублей на каждого. По расчетам Комитета солдатских матерей, в боевых действиях Южной Осетии по призыву принимало участие около 1500 солдат и сержантов, примерно 20% всей группировки. Выяснилось, что именно этой категории военных и не выплачиваются боевые и не оформляются документы об участии в боевых действиях. В этой связи сообщается, что повторяется ситуация начала 2000-х годов, когда чиновники силовых ведомств с помощью различных ухищрений пытались не платить боевые участникам операции в Чеченской Республике. Чиновники требовали с бойцов откаты, сокращали на бумаге реальное время участия в боевых операциях, утверждали, что та или иная часть не воевала. В итоге тысячи участников боевых действий вынуждены были добиваться правды в судах. 700 военнослужащих числятся пропавшими без вести в ходе боевых действий в Чеченской Республике и 270 в Афганистане. Об этом сообщил журналистам средств массовой информации начальник военно-мемориального центра Вооруженных сил Российской Федерации генерал-майор Александр Кириллин. Он также сообщил, что с 1999 года установлением личности и мест нахождения погибших в ходе боевых действий в Чеченской Республике российских солдат и офицеров, розыском районов и предполагаемого захоронения занимается специально созданная при штабе 58-й армии Северо-Кавказского военного округа группа по розыску погибших и пропавших без вести военнослужащих. Этой группой, по словам Кириллина, за последние 7 лет обнаружены останки около 400 российских военнослужащих, погибших в Чеченской Республике. Большая часть из них идентифицирована и захоронена.
Благотворительная организация Islamic Relief оказала помощь Грозненскому центру социальной помощи семье и детям в городе Грозный, в котором на попечении государства содержатся сироты и полусироты из Чеченской Республики, передает Ислам в Российской Федерации. Интернет-ресурс также сообщает о том, что ранее продовольственная помощь от исламских благотворителей, приуроченная к месяцу Раби Аль-Аваль, была выделена и Грозненскому интернату для детей с задержкой в развитии. Сообщается, что Islamic Relief является партнером Всемирной продовольственной программы ООН и работает в Чеченской Республике последние 9 лет. Деятельность организации курирует Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации, содействуя тому, чтобы помощь благотворителей доходила до конечного адресата. По данным Islamic Relief, в республике насчитывается 2000 детей-сирот. Судебный департамент при Верховном суде России разработал проект постройки гостиниц для присяжных. Об этом в средствах массовой информации заявил гендиректор Департамента Верховного суда Российской Федерации Александр Гусев. Целью постройки таких зданий является обеспечение безопасности присяжных, а также исключение возможного давления на них при помощи подкупов или угроз. Присяжные будут проживать в гостиницах во время слушания дела до оглашения приговора. Планируется, что в случае одобрения проекта в Уголовно-процессуальный кодекс будут внесены поправки о предоставлении присяжным мест в таких гостиницах, и первая гостиница появится при Мосгорсуде в ближайшие 2 года. Закон о суде присяжных вступил в действие в современной России в 1993 году. В 2003 году институт присяжных был утвержден официально. Остается добавить, что в настоящее время суд присяжных введен на всей территории Российской Федерации, кроме Чеченской Республики. На одном из ведущих интернет-ресурсов Республики Ингушетия, Ингушетия.орг, является текст обращения инициативной группы по организации и проведению в Республике Ингушетия референдума. Суть обращения сводится к идее проведения в Республике референдума, на которой предполагается вынести вопрос о пересмотре и изменении существующих административных границ между Республикой Ингушетия, Республикой Северная Осетия-Алания и Кабардино-Балкарской Республикой. Как заявляют подписанты обращения, необходимость проведения референдума вызвана тем, что органы власти Республики Ингушетия под давлением федеральных чиновников не принимают меры, направленные на установление границ республики и восстановление ее территориальной целостности, что лишает ингушский народ жизненного пространства. Участники инициативной группы призвали всех патриотов ингушского народа разъяснить жителям республики исключительную значимость проведения референдума и призвать принять активное участие в подготовке референдума и голосовании. Сбербанк России решил создать Московский территориальный банк и открыть филиал в Чеченской Республике. Об этом говорится в сообщении банка по итогам заседания его наблюдательного совета. Совет также рассмотрел и одобрил предварительные итоги работы Сбербанка России в 2008 году и утвердил общие ориентиры бизнес-плана банка на 2009 год и на период до 2011 года. Одобрены меры по оптимизации расходов Сбербанка и формированию новой организационно-штатной структуры банка. Московский территориальный банк объединит 13 московских отделений Сбербанка с целью сокращения административных расходов, оптимизации ряда управленческих и исключения дублирующих функций, а также повышения общего уровня координации всех бизнес-процессов и качества обслуживания клиентов в Москве. В прокуратуре Чеченской Республики по указанию прокурора Михаила Савчина начинает функционировать так называемый антикоррупционный телефон доверия, круглосуточный телефон, принимающий сигналы о коррупционных проявлениях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики. По словам источника, теперь помимо письменных заявлений граждане республики могут сообщать о правонарушениях и по телефону. Ожидается, что в результате нововведения граждане республики смогут противостоять злоупотреблениям, допускаемыми должностными лицами органов государственной власти, правоохранительных и контролирующих органов республики. Как отметили в пресс-службе, для сотрудников прокуратуры важна любая информация, которая поможет выявить преступления коррупционной несправедливости и изобличить чиновника, использующего свое положение в личных корыстных интересах. В последнее время вопросы нравственности и морали в нашем обществе с перманентной четкостью перемещаются в проблему социального внимания. Это становится предметом как ярко выраженных дискуссий, так и почвой для конфликтов. Однако этот вопрос приобретает и четко обозначенный политический оттенок. Что не так в нашем обществе? Об этом и многом другом в авторской рубрике «Тема» рассуждает Рауль Вагапов.
Бесспорно, наша жизнь сложна и противоречива. Сохранить целостность личности, стремление к достижению заветных целей, самообладание и трезвое мышление – во всех этих морально-нравственных составляющих всегда помогала как семья, так и традиционная культура. Но сегодня мы живем в том веке, когда семейная культура находится на грани глубоких негативных метаморфоз, и связано это с тем, что традиционная культура, в свою очередь, стремительно деградирует, что приводит к искоренению всего человеческого в самом человеке. За последние 14 лет, в связи с известными кровавыми событиями, чеченское общество обходило вниманием проблемы состояния морали и нравственности в своем быту. Падение советской системы, наряду с политическими интригами и братоубийственными внутренними разборками, позволило восторжествовать точку зрения, что мораль и нравственность – сфера и порядок той жизни, в которую никто, как кроме самого индивида, не имеет права вмешиваться. Это мнение ввелось в образ и мировоззрение общества так, что часть нашего общества полагает и поныне. В целом же жизнь среди хаоса 90-х годах оставила свой серьезный отпечаток как на морально-нравственные аспекты, так и на социально-психологический климат республики. Страшно, когда как оценка на негативно удручающее событие звучит «это нормально». К сожалению, так оно и есть в данном случае. Это нормально. Могло быть и хуже. Не обнадеживающе и даже в меру цинично, но действительно, могло быть и хуже. Да, сегодня есть программы, которые призваны укрепить сознание общества, наш традиционный дух морально-нравственной культуры. Разрабатывается целый комплекс мероприятий. Но стоит только выйти и посмотреть вокруг себя, прислушаться, то понимаешь, что вызов о моральщине только брошен, а значит, скорых результатов не стоит ждать. Приверженность нашего общества к моральным ценностям подвергается большему сомнению, и наблюдается это в морально-нравственном релятивизме, когда не только не различается известное нам с детских времен различие добра от зла, но что ужаснее, порой замечаешь толерантное отношение людей к преступлениям. Наблюдается равнодушное отношение общества к хамским выходкам, при этом все больше отклоняясь от общепринятых норм элементарного сочувствия и правил поведения. А это чревато тем, что завтрашний день может заставить нас воспринимая морально-нравственные духовные ценности как что-то из ряда агностицизма. Боль, которая возникает от употребления наркотиков и алкоголя, она не ограничивается только этой личностью или этой семьей. Она касается всего нашего общества. Вся загвоздка заключается в том, что в последнее время морально-нравственный вопрос с перманентной четкостью перемещается в проблему социального внимания, становясь предметом как ярко выраженных дискуссий, почвой для конфликтов, но также приобретает четко обозначенный политический оттенок. Да, можно называть официальные цифры достижений, но разве это есть результат, если общая картина на морально-нравственной сцене общественного уклада не изменилась? Учитывать надо, что в первую очередь человечность зависит сколько от уровня морально-нравственного состояния человека, столько и от уровня взаимопонимания, а также от возраста человека. В беседе с человеком нужно вести диалог на том уровне аргументов, которые он способен понять. Чем выше уровень морального развития взрослого, тем проще ему понять собеседника. Да, подстраиваться практически под индивидуальность каждого социума невозможно, но опросы и мониторинг психологов на данную тему показывают, что преимущественно морально-нравственный упадок в нашей среде в первую очередь связан с психологическим аспектом. Sen ne diyorsun? Görüşüne telkçiyim, zıdır telkçiler. Bak da. Halın zıdır telkçiyim. Telkçiler tıkan. Halın görüşüne telkçiyim. Diyon kadar onun elçi. Hindi boyu boğazla zıdır özden geldiğin münafsımız yayınıp din zaten or halkıyla. Sen kültürü adı.
Именно в направлении психологии и необходимо связывать этику нравственности с моралью. Иначе же результаты так и останутся отчетно-официальными. Сегодня президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров активно призывает к духовно-нравственному очищению. При этом разрабатывается целый комплекс проектов, призванных к способствованию поставленной задачи. Президент один, а моральная тенденция необъятна. Процентное соотношение плохих людей и добрых – это всего лишь статистика, а плохим людям и добрым от нее неплохо и нехорошо. Чеченская женщина чем отличается? Вы знаете, чеченская женщина, она знает, что если она воспитана в нормальной семье, если она совершит проступок, этот проступок отложит отпечаток на все на 7 поколений. То есть иду нравственность и изучу нравственность. То есть она должна думать не о себе в данный момент. Она должна думать о братьях, о поколении, об отце. И мое же оливающее, Разберем один момент из мероприятия, который, по мнению тех, кто его призвал, должен был нести в себе морально-нравственный урок. Было это 8 марта прошлого года, Международный женский день, центр города Грозного. Волонтеры раздают девушкам цветы и платки. Вроде благородный и красивый шаг по отношению к слабому полу, если бы не одно обстоятельство. Тем девушкам, которые принимают подарок, но нет платка на голове, волонтер то ли по своей инициативе, то ли это тоже входило в программу мероприятия, настоятельно советует, чтобы она надела только что подаренный головной убор. Но был один ключевой эпизод, когда одна из них долго отказывалась надеть платок, но в итоге согласилась. А теперь посмотрим с психологической стороны на этот момент. Девушка в вежливой форме отказывается надеть платок, волонтер настаивает, девушка в итоге надевает. А потом вечером девушка все это наблюдает по телевизору, то есть репортаж со всеми выше приведенными подробностями. Каково может быть моральное состояние? Изудри олов, изудри коч, Божий духар, Божий ветер коч, Божий ирлах, дери латош биг, сухал мот. Тагана шия гилкаш, шия адет, шия özdengали иза, шия ком садуха икил, остаган туллака динанч кайом доти. Сонч одух без узбеки, штуркмен, гюржие. Он без амеш. Шая амла ашмукинат. А платок – это всего лишь форма, и суть даже не в нем, а в сохранении наших вековых обычаев, традиций и культуры. Как негодовал Владимир Высоцкий, нет, ребята, все не так, как надо. Ничего не свято, нет, ребята, все не так, ребята. История Чеченской Республики в зеркале времени. Обзор ключевых событий чеченской истории первой половины апреля непричесанной истории Чеченской Республики. На этой неделе в обзор вошли битва Тимура и Тохтамыша на реке Терек, падение столицы имамата Шамиля Ведено, восстание горцев под руководством имама Алибек Хаджи Алдамова и постановление ЦК ВКПБ о борьбе с искривлениями парт-линии. Итак, хронология памятных дат истории Чеченской Республики, возвращенных из небытия. 15 апреля 1395 году в предгорьях Кавказа на реке Терек между войсками Тимура и Тохтамыша прошло крупное сражение, которое закончилось разгромом последнего. Это уже была вторая битва гигантов. Военные столкновения между Тимуром и Тохтамышем начались с 1380 года, когда самоуверенный Тохтамыш направил свои войска в Среднюю Азию во владение могучего Тамерлана. Тимур находился в очередном походе, что и позволило Тохтамышу захватить и разграбить Бухару и окрестные города. В битве на Тереке Тохтамыш потерпел жестокое поражение и с небольшим отрядом бежал в Литву. После этого сражения Тохтамыш окончательно исчез с политической арены, а Тамерлан продолжил свои победоносные войны. В 1398 году он вторгся в Индию и захватил Дели. В 1402 году завоевал Турцию и разгромил могучего султана Баязида. Умер Тамерлан в феврале 1405 году в ходе китайского похода.
8 апреля 1828 году Бейбулат Таймиев совершает поездку в Аварию с целью поднять ее на восстание. Уже с начала 19 века народам Северного Кавказа нужен был новый лидер, способный возглавить освободительное движение. Таким и стал известный своими подвигами 23-летний Бейбулат Таймиев. В начале 1822 года Бейбулат при помощи влиятельных чеченских кадиев Абдул-Кадыра Изгирменчука и Муллы Мустафы пытается поднять восстание в Чечне, но это ему удается лишь в 1824 году, уже при помощи Авки Гельменчукского. В апреле 1828 года Бейбулат Таймиев с объединенным войском бойцов Чечни и Дагестана начинает захватывать ряд военных укреплений. Слава Таймиева разнеслась по всему Кавказу. Власти несколько раз старались подкупить его, заманивая к себе на службу. Поняв, что уговорами и деньгами его не заставить отказаться от борьбы, царская администрация прибегла к коварству. 14 июля 1831 года недалеко от укрепления Тангичу Бейбулат Таймиев был убит предательским выстрелом в спину. 1 апреля 1859 года пал последний оплот имама Шамиля. Столица его имамата – крепость Ведено. Уже начиная с конца 1959 года крепость была осаждена отрядом генерал-лейтенанта Евдокимова. Накануне падения в Ведено Шамиль сделал последнюю и отчаянную попытку укрепиться. Он собрал в Горном Эльсиное наибов и улемов и обратился к ним с просьбой собрать последние силы против царских войск. В отчаянии Шамиль вызывал гордости чеченцев, но окончательно разочарованные в имаме чеченцы уже не видя толку в его речах, оставили Шамиля и разошлись по домам. Шамиль потерял всякую надежду, ушел со своими приверженцами в Дагестан. Уже будучи у себя на родине, он был ограблен своими же сородичами. Вскоре после падения в Ведено в конце августа начался известный штурм Гуниба. Воодушевленный рядом побед, князь Борятинский объявил вознаграждение в 10 тысяч рублей за пленение живого Шамиля. Однако вознаграждение выплачивать никому не пришлось. 25 августа 1859 году около 3 часов дня имам Шамиль добровольно сдался в плен. В этот же день войско князя Борятинского заняли и Гуниб. 1 апреля 1870 году в селении Гихи в семье крестьяна и середняка родился известный чеченский просветитель, партийный и государственный деятель Таштамир Эльдерханов. Эльдерханов закончил школу в городе Грозном, ремесленное училище во Владикавказе и Тифлисский учительский институт. В 1906 году он избирается депутатом Первой Государственной Думы России. Государственный масштаб мышления Эльдерханова заметен в его выступлениях на сессиях Второй Государственной Думы. После распуска Думы Эльдерханов возвращается в Грозный, но власти запрещают ему преподавание в школах Терской области, и он уезжает в Баку, где и работает в области просвещения вплоть до февральской революции. После окончания гражданской войны Таштамир Эльдерханов избирается председателем Ревкома Чечни, затем и председателем Чеченского областного исполкома. Эльдерханов работал также председателем Национального совета в краевом исполкоме в Ростове-на-Дону. В 1929 году он вернулся в Чечню, где занимал ответственный пост в Грознефти. Умер в 1934 году. 13 апреля 1877 года близ аула Саясан около 60 человек из разных селений чеченского общества решили начать вооруженное восстание. Собрание представителей из чеченских обществ приняло присягу разорвать все отношения с существующей властью и объявить себя независимыми. Имамом был провозглашен 27-летний Альбек Хаджи из Семсира. Около 2 лет с переменным успехом войско имама Альбек Хаджи вели неравную борьбу. В ноябре 1878 года руководитель восстания Альбек Хаджи Алдаму, Салтмурат Биноевский, Залми Дада, Умахаджи Дуев и его сын Дада были арестованы и решением командования приговорены к казни через повешение. 9 марта 1878 года в Грозном и состоялась эта казнь. 27-летний имам Алибек Хаджи оставил в истории Чечни и Кавказа героический след. Один из царских генералов писал после окончания Кавказской войны: «Теперь, когда умолкли шум и азарт отчаянной борьбы, когда наша власть на Кавказе вполне упрочена, мы можем спокойно отдать дань удивления героизму и беззаветной отваге побежденного врага, честно защищавшего свою родину и свободу до полного истощения сил».
9 апреля 1910 года в ответ на гудермесские погромы Абрек Зелимхан Харачоевский ограбил Кизлярский банк. Чуть ранее, в январе 1910 года, приказом Потерской области властями был сформирован временный охотничий отряд во главе с войсковым старшиной Вербицким. Этот отряд на гудермесском рынке устроил побоище мирных чеченцев. В результате погибло более десятка человек. Зелимхан принимает решение отомстить и убить Вербицкого, но от этого шага его отговаривает очень авторитетный чеченский интеллигент, которого тот не мог не послушать. И тогда Зелимхан решает отомстить Вербицкому набегом на Кизляр и местное казначейство. При этом он решается на безрассудно смелый шаг. Он предупреждает Вербицкого о запланированном месте и времени нападения. На Зелимхана и его отряд, разумеется, была подготовлена засада, но отряду Абреков удалось совершить невероятное. Они удачно обошли все засады, ограбили казначейство и скрылись, не потеряв ни одного человека. Добыча от этого налета была совсем небольшой, но не это было главное. Удалось отомстить Вербицкому, и он попал под суд за бездействие и неудачу в поиске Зелимхана. 2 апреля 1919 года в Грозный вошли войска Кавказской добровольческой армии генерала Врангеля. Врангель был назначен Деникиным, который объединил под единым руководством добровольческую и донскую армии, командующим Кавказской армией за 2 дня до Нового года. План Врангеля и его комитета заключался в захвате Владикавказа, Грозного, Кизляра и Моздока, чтобы отрезать от Ростова-на-Дону части Красной армии. Предполагалось также занять железнодорожные пути, военно-грузинскую дорогу, закрыть горные ущелья в Осетии и Чечне, уничтожить гарнизоны в крепостях Ведено и Шатое. Кавказская армия подошла к терским границам и за 12 дней, пройдя 350 километров, вышла к Каспию. Северный Кавказ был захвачен, и Белая армия получила обширную и богатую продуктами базу. Но победа продолжалась недолго. Уже в марте следующего года совместные подразделения горцев и Красной армии изгнали белогвардейцев Деникина и Врангеля с территории Чечни. Спустя 8 лет в изгнании в Брюсселе скончался и генерал-лейтенант барон Врангель. В апреле 1930 года в республике уже в полную силу работает вышедшее в январе знаменитое постановление ЦК ВКП о борьбе с искривлениями парт-линии в колхозном движении. Полным ходом идет борьба с перегибами на местах, в ходе которой в застенки ЧК попадает руководящий состав активистов колхозного движения. Со стороны некоторой части ответственных работников в этих условиях с целью схватить перегибы за несознательностью местного населения работает стремление использовать пребывание Красной армии для проведения спецмероприятий. В результате всех этих манипуляций в Чеченской автономной области в апреле-марте силами войск СКВО и ОГПУ проходит чекистская войсковая операция по ликвидации так называемого политического бандитизма в Чечне и Ингушетии. В операции участвуют 9 отрядов различного назначения, 2 стрелковых батальона, авиазвено, саперная рота и рота связи. Всего около 4000 человек, 19 орудий, 28 пулеметов и 3 самолета. 7 апреля 1995 году в селе Самашки произошла масштабная трагедия. В ходе зачистки совершено убийство мирных жителей. Началась трагедия еще в апреле с ультиматума генерал-лейтенанта Антонова, предъявленного самашкинцами. До 7 апреля сдать 300 автоматов, 2 пулемета и 1 БМП. Члены самашкинской делегации из числа на встрече с генералом заявили, что такового количества оружия они сдать не могут, так как его просто нет. Тем не менее, обстрел села начался в ночь с 6 на 7 апреля, а на утро прошла массовая зачистка. Зачистка сопровождалась убийствами мирного населения, издевательствами над задержанными и поджогами домов. Именно в ходе зачистки погибло больше всего жителей села и было разрушено большинство домов. По данным правозащитных организаций, в селе погибло более 800 человек мирного населения и разрушено или сожжено 2260 дворов. Считается, что по масштабам убийств и зверств Самашки сравнимы с Хайбахом 1944 года. 5 апреля 2007 года в городе Гудерме состоялась официальная церемония инаугурации Рамзана Кадырова в должности президента Чеченской Республики. На церемонию вступления в должность в Чеченскую Республику прибыло более 1500 гостей и 500 официальных лиц. Церемонию освещало около 200 российских и 70 иностранных журналистов. Грозненский аэропорт в эти дни работал в режиме небывалом за последние 15 лет. Только из Москвы прилетело 11 чартерных рейсов с гостями. Свой первый президентский указ Рамзан Кадыров
Кадыров посвятил национальной политике. Эту концепцию мы разрабатывали особо тщательно, готовили ее около 2 лет. Она одобрена обеими палатами парламента Чеченской Республики. Я уверен в том, что именно с такого документа мы должны начать свое дальнейшее движение, сказал тогда Рамзан Кадыров. Этот день стал еще одним важным шагом на пути мирного и стабильного развития республики. Работу по возрождению Чеченской Республики, реализацию ее значительного потенциала, укрепление фундамента мирного и стабильного развития республики, обеспечение безопасности граждан, повышение их благосостояния и уровня качества жизни. Рамзан Кадыров продолжил ее уже в новом качестве. 15 июня 1827 года командующий Черноморской кордонной линией генерал Сысоев в своем письме на имя правителя и коменданта крепости Анапа писал: «Высокопоставленный и высокопочтенный трапезонский, патийский и анапский чечен Гаджи Гасан Паша». Кто он, комендант города Анапы, подданный Турции и трехбунчужный паша генерал Хаджи Хасан Паша Чечен-Аглы? Об этом рассказывает Рустам Мугаев в рубрике «Жизнь замечательных людей». Известно, что сравнительно недолгое время, с 1826 по 1827 год, комендантом города Анапы служил подданный Турции и трехбунчужный паша, высший генеральский чин в Турции, некто Хаджи Хасан Паши Чечен-Аглы. Далеко не секрет, что у тюрков термин «аглы» обозначает не что иное, как «сын». Следовательно, Чечен-Аглы дословно можно перевести как «сын чеченца». Так кто он такой, Сераскир Хаджи Хасан Паша Чечен-Аглы? Неужели он и вправду является чеченцем? И почему долгое время этот факт не был известен широкой публике? Оказывается, да, действительно, правитель Анапы Хаджи Хасан Паша Чечен-Аглы по происхождению именно был чеченцем. Судьба Хаджи Хасана еще во многом остается загадкой, как и то, каким образом он очутился в далекой Турции и сумел достичь в турецком обществе столь высокого ранга. Но факт остается фактом. Ответ на эти и многие другие вопросы, возможно, дали бы турецкие архивы, но этот вопрос до сего времени пока остается малоизученным, а значит, есть пища для исследования и изучения истории этого удивительного человека. На данный же момент лишь воспоминания современников о его кратковременном пребывании в крепости Анапа приоткрывают завесу тайны над личностью одного из первых генералов из чеченцев. Из биографических деталей жизни Хаджи Хасана Паши Чечен-Аглы пока точно известно, что будущий турецкий Сераскир родился в 1766 году и умер в 1829 году. 1825 год. Правительство царской России готовится к захвату Черкесии. Все более жестокими становятся военные экспедиции вглубь Закубания. Разрозненность племен, отсутствие черкесов организованного начала, искусно используемое царским военным командованием, заставляет вождей адыгов искать сильных союзников. В этом же 1825 году в Стамбул отправляется делегация черкесских князей и старшин, полномоченных передать просьбу от всех закубанских племен о том, чтобы турецкое правительство обратило внимание на черкесские дела. Приезд черкесской делегации пришелся на период политического пробуждения Османской империи, обязанного решительным прогрессивным реформам султана Махмуда II. В мае 1826 года из Анапы отплыла делегация из чеченцев и дагестанцев, направляющаяся в Турцию и Иран. В составе делегации к тому времени уже командующий чеченскими войсками Бибулат Таймиев, побывавший до этого у закубанских черкесов. Эта делегация также просит о помощи османское правительство. Диван не оставил ходатайство кавказских посланцев без внимания. Уже в июле 1826 года из Трапезунда в Анапу прибывают турецкие военные корабли с ополчением, набранным в Анатолии. На место старого коменданта Анапы, корыстолюбивого и неспособного Сейд Ахмета, назначается новый паша. Вместе с новым комендантом в Анапу прибывает и важный сановник, трехбунчужный паша, высший генеральский чин Турции Хаджи Хасан Паша Трапезунский. Это и есть Хасан Хаджи Паша Чечен-Аглы. Спустя некоторое время он и становится комендантом и правителем Анапы. Вскоре слава о замечательном правителе Хаджи Хасане Паше Терпизан разлетелась по всему Закубанию. Все черкесы, знавшие Сераскира лично и по слухам, с восторгом говорили о его достоинствах. Но более всего черкесам и нагайцам импонировало то, что важный турецкий сановник был выходцем с Кавказских гор, о чем говорил его имя Чечен-Аглы, сын чеченца. Закубанские черкесы еще хорошо помнили произносимое со священным благоговением имя его великого соплеменника имама Мансура. Ореол святого шейха Мансура, тоже тесно связанного с крепостью Анапа, именно в Анапе, раненый и в бессознательном состоянии, был взят в плен шейх Мансур, придавал больше обаяния личности и поступкам Хасана Чечен-Аглы. Известно, что и османское правительство при назначении Хаджи Хасана надеялось, что кавказский уроженец сумеет наладить более тесный контакт с представителями местных народов. О том, что новый комендант крепости Хаджи Хасан чеченец по происхождению, сразу же стало известно и русскому военному командованию. Это в своем рапорте от 25 июля 1826 года сообщил атаман Черноморского казачьего войска
Власов. Военное командование царской России очень обеспокоило это назначение, ибо оно опасалось любой возможности объединения кавказских народов. Сам Хаджи Хасан Паша был уже стар, но бремя 60 лет, по-видимому, его не тяготило. Живой, ловкий и проворный, он оказался неутомимым, что до крайности удивляло черкесов, привыкших видеть турецких сановников всегда погруженными в лень и беспечность. Он был небольшого роста и крепкого сложения, обходился с черкесами чрезвычайно ласково, но умел в то же время внушать им к себе такое почтение, какого никогда не вызывали его предшественники. Уже 5 сентября 1826 года, вскоре после прибытия Хаджи Хасана, близ Анапы состоялся большой съезд князей, дворян и старшин всех черкесских народов. Хаджи Хасан обещал участникам съезда, что он в ходе своего правления ни в коем мере не ущемит независимость черкесов, адыгов, и свое слово сдержал. Чечен-Аглы показал себя умелым, мудрым администратором и хорошим конаком народов Кавказа. С одинаковой строгостью он относился и к адыгам, и к своим подчиненным, независимо от их положения. Турки, чиновники, солдаты, купцы и вообще все жители Анапы боялись его как самого строгого сановника, который требовал от них, безусловно, покорности и за малейшее ослушание жестоко наказывал. В то же время Хасан Паша старался узнать малейшие подробности о крае, для правления которым был прислан. В короткий срок он изучил адыгейский язык. Он расспрашивал о местных обычаях, о древних песнях и преданиях, которые, по его словам, должны были иметь сильное влияние на дух воинственного народа, лишенного писанной истории. По всей вероятности, память о чеченском происхождении внушала ему это любопытство, которого он не скрывал. По крайней мере, однажды он заявил, что на его доброжелательное отношение к черкесам турки будут смотреть не без подозрений. Хаджи Хасан никогда не отказывал в помощи простым горцам. Так, однажды черкесы, родственники которых после плена попали в руки армянского купца Афганова, обратились к Хаджи Хасану с просьбой запретить ему их продажу в Анапе туркам. Хаджи Хасан без предварительных условий немедленно освободил пленников и безвозмездно вернул их на родину. Сираскин не препятствовал горцам и торговать с русскими. С уважением относилось к нему и российское военное командование. Высокопоставленный и высокопочтенный трапезонский, патийский, анапский чечен Хаджи Хасан Паша обращался к нему в письме от 15 июня 1827 года командующий Черноморской кордонной линией генерал Сысоев. Имя Хаджи Хасана запечатлено в народном фольклоре адыгов. В 60-х годах 19 века адыгейский просветитель Кримгирей услышал в исполнении Ашуга песню о народном герое Шрухука Тугузе. В этой песне говорится, что Гасан Паша, великий начальник Анапы, усыновляет Шрухука Тугуза и представляет его народу как сына. Седр Азам, племянник Гасан Паши, стясь мыслью увидеть героя, шлет ему приглашение. Шрухука Тугуз склоняется на просьбу Седр Азама и отправляется на корабле в Стамбул. Кратковременным было пребывание Хаджи Хасана в Анапе, но за столь короткое время он осуществил в этом крае множество преобразований, которые были не под силу его предшественникам, и именно этим заслужил огромную любовь местных жителей. Именно поэтому горцы часто называли его старшим братом и кунаком. Историческая память и некоторые архивы сохранили данные, которые подтверждают, что Хаджи Хасан не только гордился своим происхождением, о чем свидетельствует его почтенное прозвище Чечен-Аглы, но и оказывал помощь своему народу. Не ограничиваясь утверждением своего влияния на северо-западном Кавказе, Хаджи Хасан активно интересовался и положением своей родины Чечни. Известно, что во время пребывания в Анапе грозы Кавказа, командующий чеченской армией Бибулата Таймиева, возвращавшегося из Ирана и Турции в Чечню, в июле 1826 года и позже весной 1827 года Хасан Паша имел продолжительные встречи со своим соплеменником, который после ряда теплых напутствий с подарками проводил долгий путь на родину. В это время на родине, в Чечне, орудовал небезызвестный генерал Ермолов. Ответом на его зверство и было восстание под руководством Бибулата Таймиева, которого великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин в свое время назвал «Грозой Кавказа». В конце 1827 года Хаджи Хасан возвращается в турецкий Трапезунд, но на этом его взаимоотношения с горцами не прекращаются. В ходе русско-турецкой войны 1828-1829 годов, приведшей к поражению Османской империи, по Андреанапольскому мирному договору к России отошло все Кавказское побережье Черного моря, от устья реки Кубань до северной границы Аджарии. Анапа стала российской крепостью. Вскоре после окончания русско-турецкой войны в 1829 году в Турцию отправилась черкесская делегация, и остановилась она в Трапезунде не где-то, а у своего кунака Хаджи Хасана. Хаджи Хасан принял гостей радушно, а затем отправил с рекомендательными письмами в столицу Турции Стамбул. На обратном пути он снова тепло принял черкесов и высказал им свое искреннее сожаление, что он не может более содействовать пользе их страны. Расставаясь с друзьями, Сираски, зная обычаи его родины, сделал гостям ценные подарки. Черкесы уходили все дальше в море, еще долго различая на берегу сгорбленную понурую фигуру старика. Они видели его в последний раз. Известный адыгейский просветитель Хасан Гирей в конце 19 века писал о Хаджи Хасане. Знаменитый в сношениях Турции с этой страной Хаджи Хасан Паша, человек, судя по последствиям кратковременных его здесь действий, государственный, с большими способностями ума, каких не показывал до тех пор ни один иноземный сановник в этой части Кавказского края. Старики натухайцы до сих пор вспоминают имя Гасан Паши с уважением, писал царский военный историк Дубровин. В Адыгее, где он оставил добрый след своей деятельности, сегодня чтят память турецкого генерала и чеченца по происхождению Хаджи Хасана Паши Чечен-Аглы.
вот, пожалуй, и все. Остается добавить, что связаться с нами можно по электронным адресам, указанным на экране. А увидимся, по воле Аллаха, в следующую субботу, в то же время, в том же месте. До новых встреч!